Столицу Якутии посетила Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного надзора и муниципального контроля в Российской Федерации. Из Москвы в Якутию прибыло 10 сенаторов. В их числе представители от Якутии Егор Борисов и Александр Акимов. На итоговом совещании делегаты обсудили результаты визита в республику. Мы с самого утра здесь. Погода, конечно, влияет позитивно на нашу рабочую среду, но это не мы привезли, она просто встретила нас, я считаю так. Значит, мы сегодня побывали с представителем ФСИНа и обсуждали вопросы занятости. До конца года, я думаю, что мы выйдем на достаточно хороший уровень, и занятость будет увеличена хотя бы до российской. В учреждениях республики на данный момент содержится 3200 человек. Содержащиеся осужденные, подлежащие обязательному трудоустройству, из них, вот из 3200, это 2500 человек, которые должны быть обязательно трудоустроены. В настоящий момент трудоустроено всего 750 человек, почти треть осужденных, которые должны быть трудоустроены. В соответствии с законодательством осужденный обязан трудиться. И администрация учреждения должна изыскать работу и трудоустроить осужденного, чтобы он погашал все исковые требования в соответствии с законом, предусмотренные постановлением суда, решением суда вынесено. И, соответственно, он должен гасить коммунальные услуги и продовольствие, которое было, и вещевое имущество, которое затрачено на его содержание. В соответствии с законодательством до 70% заработной платы осужденного взимаются на издержки, которые предусмотрены законом. Ну, осужденный в соответствии с нормативными документами, он не имеет права отказываться от работы. Отказ от работы является грубым нарушением условий содержания осужденного в исправительном учреждении. И в соответствии с этим к нему применяются меры дисциплинарного характера. Осужденный обязан трудиться. И в соответствии с этим он с навыками получает заработную плату, в соответствии с которой он в дальнейшем и идет отчисление, как я уже говорил, на его содержание и погашение исковых требований. На сегодня исправительные учреждения имеют мощную производственную базу, которая, к сожалению, загружена на треть производственными заказами. При этом располагают различными производственными мощностями. В исправительных учреждениях развито швейное производство, которое позволяет полностью обшивать и снабжать одеждой и спальными принадлежностями весь состав осужденных на территории Якутии. Наше учреждение на данный момент может изготавливать изделия различной категории, от нижнего белья до верхней одежды зимней. Технология у нас соблюдается, и осужденные у нас сначала обучаются, прежде чем работать у нас. Швейные цеха готовы производить любую продукцию из материала заказчика, и такой опыт очень востребован как заказчикам, так и исправительным учреждениям. Он позволяет развивать производство. Это спальники с наполнителем из волоса оленя стриженного. Вот здесь он разлаживается, прошивается, 10 на 10 делается ячея, тут двойной материал, плюс еще идет синтепон с обоих сторон, поэтому он получается очень теплый. Еще была задача, чтобы мы вышли в определенный вес, чтобы он не было больше определенного веса, я не помню, 3,5 килограмма, кажется. Да, и вот мы сделали 2 пробных экземпляра, как они просили, и мы немножко внесли свои предложения. Я думаю, заказчик будет доволен, потому что мы отвозили пробный экземпляр, и они уже утвердили, мы запустили это все в серию.
Видите, костюм зимний для силовых структур, в том числе для структур УФСИНа. Значит, видите, защитный костюм от опасных производственных объектов, жилеты для кондукторов, медицинские костюмы, жилеты и соответствующие другие костюмы, которые идут как опасные для защитных опасных производств. Но данная продукция наша является вся лицензированной. На всю продукцию имеются лицензии, которые защищены государственными стандартами, подтверждены сертификатами. Мы производим эту продукцию из материалов производства российского производства. То есть наши костюмы, наши изделия, продукция наша, которую мы изготавливаем, проходит экспертизу. То есть мы заключаем контракт с определенной фирмой, которая непосредственно производит испытания на все условия, воздействующие на эти материалы и изделия, на прочность, на износ, стойкость, на мороз. И все вот эти наши изделия, они подтверждены качеством и соответствуют стандартам и ГОСТам. Одним из самых интересных производств в исправительных учреждениях является сувенирная продукция различного назначения. Изделия осужденных уже не редкость на различных ярмарках Якутии и имеют определенный спрос. Так иной раз является штучным, чуть ли не авторским товаром. У нас есть свои кузни, есть свои швейные мастерские, кожные обрабатывающие цеха, которые обрабатывают и производят уже в зависимости от изделия. Но опять же, смотрите, повторюсь, что каждое практически изделие имеет индивидуальный характер. То есть каждая продукция имеет такое значение, как единственный экземпляр, единичный экземпляр. Вот. Данной деятельностью у нас занимаются абсолютно все учреждения. У нас система Республики Саха-Якутия. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Якутии готово к взаимодействию с исполнительными органами власти и бизнесом республики для работы прямо на своих производственных базах и имеет достаточно мощную организованную силу, которая может повышать свою классификацию. Мы также готовы сотрудничать и с предприятиями, частными партнерами, которые могли бы разместить в наших учреждениях свое производство. Это либо переработка, либо выпуск товарной продукции, которая непосредственно востребована в республике. И также хотелось бы, чтобы наши учреждения получали государственные муниципальные заказы либо на пошив вещевого имущества и либо постельного белья, либо на выпуск востребованной товарной продукции, которая необходима нашим министерствам, ведомствам, либо муниципалитетам. Статья 93. С нами можно заключать государственные контракты как с единственным поставщиком. И постановление правительства 92, в котором определен перечень выпускаемой продукции, товаров, работ и услуг, с которым без торгов можно заключать государственный контракт, без проведения торгов. Мы готовы также вкладывать и свои денежные средства, и совместно создавать условия для открытия и расширения рынка производимой продукции, включая и переработку, и выпуск новых видов изделий, какие необходимы для республики. Любое новшество, оно требует определенных просчетов и определенных требований. Но нет преграды для совершенства, так сказать, и любой вид производства можно открывать и производить, но непосредственно с нормами и требованиями, которые предписывает на законодательство. Комиссия Совета Федерации за несколько дней встретились с многодетными матерями, обманутыми дольщиками, представителями малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, провели совещание по вопросам реализации программы Дальневосточного гектара, посетили детский реабилитационный центр, национальную школу АИКХТ, Якутскую сельскохозяйственную академию, круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», перинатальный центр, онкодиспансер и другие объекты. В ходе совещания Айсен Николаев предложил сенаторам рассмотреть возможность корректировки федерального законодательства в части наделения регионов и муниципалитетов полномочиями по борьбе с нелегальным предпринимательством. Как подчеркнул руководитель Якутии, проблема теневого бизнеса стоит остро перед всеми субъектами Российской Федерации. Хочу остановиться по вопросам контрольной деятельности. Я неоднократно выступал в разных
совещаниях. И сейчас могу повториться, что на самом деле, конечно, сегодня благодаря президенту принимается абсолютно правильное решение по сокращению вот этих ненужных функций, ненужных устаревших инструкций. Вместе с тем я особое внимание хочу обратить и просил бы Совет Федерации в этой части поддержки. Мы все-таки худо-бедно научились бороться с нарушениями легального бизнеса, но мы абсолютно ничего не делаем в борьбе с нелегальным бизнесом. И сегодня как раз наши предприниматели больше всего на самом деле страдают от того, что рядом с ними, буквально на одной улице, стоит незаконный предприниматель, который вообще не платит никаких налогов, работает за наличный расчет, продает несертифицированные товары, а повлиять на него ни органы федеральные, по большому счету, ни республиканские, ни муниципальные не могут. И на самом деле эта проблема далеко не только одного Якутска, это проблема уже во многих субъектах. И из-за этого предприниматели через некоторое время сначала уходят в тень, в серую зону, а потом уже уходят в черную зону. Да? А мы потом удивляемся, почему, где же наш малый бизнес, почему же он не работает, где же налоги от него. Решения, которые принимает Совет Федерации и Федерального собрания, имеют неоценимое значение для республики. Мы обозначили те ключевые точки, которые могут иметь вопросы. Мы вместе совместно с органами власти республики сглаживаем, находим те пути решения, которые не повлияют на осуществление задуманных планов, которые мы ставим все перед вами. Главное, наверное, о чем мы сегодня говорили, это коммуникация. Коммуникация с обществом, чтобы люди знали, где будут происходить и какие будут результаты достигаться в части реализации проекта. Выделяются очень большие деньги. И выделяются федеральные бюджеты, но выделяются бюджетом региональным. И все эти результаты не должны уйти в песок. Все объекты, которые будут возведены, должны служить только на благо жителей республики. И уровень жизни должен повышаться с этим. Это рассчитано до 2024 года. Проекты достаточно длительные, масштабные, поэтому мы хотели бы, чтобы все жители республики участвовали и знали, где, как и когда будут реализованы. Председатель Временной комиссии выразил уверенность, что Якутия справится с задачами по повышению уровня жизни в республике, успешно реализовав до 2024 года все обозначенные планы. 31 мая перед зданием кафе «Хатей», улица Федора Попова, 8/1, пройдет социальная благотворительная акция «Путь к дому», целью которой является выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и социализации. Будет проводиться анкетирование, консультирование по восстановлению документов и трудоустройству, психологическая помощь, оказание медицинских услуг, раздача горячего питания и определение желающих в реабилитационные организации.